Ну и сам Тумсо Абдурахманов с нами на связи. Тумсо, здравствуйте. Здравствуйте. Знали ли вы о том, что Умарову что-то угрожает? Да, конечно, я думаю, весь мир это знал, и сам Умаров это понимал прекрасно. Очень много информации об этом ходило, были даже озвучивались суммы, очень крупные суммы. Последняя сумма, которую я слышал, это 20 миллионов долларов за его смерть. Эту информацию я даже передавал Анзору, чтобы он как-то был более бдительным, так А скажем. кому предлагали эти деньги? Исполнителю, тому, кто исполнит этот заказ и убьет Анзора. А от кого? От Кадырова, конечно же. А как это происходит? Ну это же не сам Кадыров звонит и предлагает. Ну, разумеется, конечно же, нет. Сам Кадыров, конечно, не будет никому звонить и говорить о каких-то суммах. Там целая вереница посредников. Эта информация передается из рук в руки. Там есть бывает какой-то человек из окружения Кадырова, который взаимодействует с каким-то посредником. Этот посредник ищет уже непосредственно исполнителей. В общем, у них там своя целая сеть. И как мы видим на примерах последних убийств и покушений, эта сеть действует и добивается даже успехов. Тумсо, по вашим оценкам, за что его могли убить? Но ни у кого как бы не вызвало удивления то, что его убили, потому что та его критика, да, это чаще были просто очень оскорбительные высказывания в адрес Кадырова, его окружения, даже его родственников. Это те вещи, Кадыров за меньшее убивает, да, и убивал. Он своего бывшего охранника убил просто за то, что тот подал на него в ЕСПЧ. Здесь все прекрасно понимали, что после того, что позволяет себе сказать Анзор, его жизни, конечно же, угрожает опасность. И насколько я знаю, ему даже предлагалась защита от спецслужб Австрии. То есть даже там власти Австрии понимали, что ему угрожает опасность. Тумсо, известно ли вам что-то об исполнителях? Потому что мы сегодня не нашли даже имен, ну, точнее, тех, кто задержан. Но сейчас имя одного человека точно известно. Насколько я знаю, официально власть этого не подтвердила, но уже Bellingcat, по-моему, об этом написали. Это человек, непосредственно стрелявший в Анзора. Его зовут Сарали Ахтаев. Он чеченец, он еще с нулевых проживает на территории Австрии. Родом он из селения, из города Урус-Мартан, ныне город Чеченской Республики. И он это непосредственно стрелявший. Также есть информация, что задержан еще один человек. По поводу него я не могу ничего пока говорить, потому что по моей информации это все-таки свидетель. Сначала его переквалифицировали в подозреваемого, но сейчас, по моей информации, с него вроде как сняли опять-таки эти А подозрения. есть у вас Но, имя, фамилия его? нет, я не могу назвать его имени и фамилии, потому что эта информация у меня пока не точная. Ну, а что вам о нем Называется известно? Называется имя, вот в некоторых СМИ называется имя некого Салмана Магомедова, но я не могу подтвердить, он это или нет. То есть мне вот по поводу имени ничего не известно. Тумсо, ну, в феврале на вас было совершено покушение. Вы тогда смогли защитить себя. А были ли попытки после? Нет, после не было больше попыток, слава богу, пока все обходится. Но то, что сейчас произошло с Анзором в Вене, конечно, говорит о том, что никто здесь не находится в безопасности. К сожалению, те меры, которые принимают европейские страны в ответ на эти преступления, на Россию они не действуют, и Россия продолжает устранять своих противников на территории Европы и других стран. А что бы должны делать в таком случае правоохранительные органы в Европе? Я думаю, здесь дело даже не только в правоохранительных органах и не столько в правоохранительных органах. Правоохранительные органы, они, конечно, только расследуют дело и могут наказать в соответствии с законом, да, задержанного. Но здесь должны быть какие-то политические мотивы, санкции, какие-то действия. Очевидно, что выслать двух дипломатов в ответ на политическое убийство, это не работает. Это абсолютно недейственная мера, которая не останавливает Россию. Надо, значит, принимать какие-то иные меры, которые были бы более убедительными. Например? Я не смогу здесь приводить примеры, так как я не политик, я не дипломат. Я боюсь делать какие-то предложения, но я думаю, что политики и дипломаты должны
ну, какое-то решение придумать в любом случае. Тумсо, есть ли развитие в расследовании вашего дела? Ну, имея в виду Да, покушение на вас? да, следствие идет. Вот недавно шведский суд заочно арестовал еще одного подозреваемого в покушении, в содействии покушению на меня, в организации этого преступления. Им оказался чеченец. Он родом из селения Шалажи, Чеченской Республики, проживал в Омске, в Москве. Это некий Имран Хасханов. Пока больше ничего о нем не известно, но у шведской прокуратуры, у шведских спецслужб было основания для того, чтобы подать его в розыск. Но это речь все равно об исполнителях и организаторах, но не о заказчиках. Нет, пока ничего не известно, ну, мне, по крайней мере, неизвестно о заказчиках, потому что я тоже не в курсе всех деталей следствия, мне о них не сообщают. Но мое дело ведет служба безопасности Швеции, и это говорит о том, что они рассматривают причастность иностранного государства к этому преступлению. Что ж, спасибо вам, что вы смогли выйти к нам в эфир. Тумсо Абдурахманов, чеченский блогер, на которого тоже было совершено покушение, был с нами на связи. Спасибо. Вам спасибо.